Ну, я пошел. Ну, я через 5 минут. Сейчас закончу дела тут. Ну, ты, товарищ, быстрый, тебя это... Я не спеша. Ну, у нас второй день, охота и рыбалка. Они неотделимы друг от друга. Ну, бывает. Ну, не прощайте. Ну, сегодня с утра мы с дядей Валерий разошлись по одной простой причине. Вчера за ужином хлеб резать, раз, ножика нету. Блин, где-то я выронил по дороге. Пойду искать, где я вчера прошелся. Ладно. Потом сойдемся с дядей Валерой. На озере, на уток. Ну, избушка пока. Ищем ножик. Нож в лесу необходимая вещь. Поэтому и ищем. Смотрим. На чистой дороге-то, конечно, вряд ли, но на всякий случай смотрим. Тут чего? Ножику роняться, выдергиваться с ножом. Вообще-то около избушки странное место на потерю ножа. У меня было несколько случаев, когда ножи терял. Грибы собирали. Раз, прихожу, ножика нету. Ну что делать? Стал ножи делать, чтобы они с трудом затискивались и с трудом вынимались. В легкое вынимание тут зацепиться в тайге и что выскочить, расплюнуть. На следующий год пошли тут с дочкой за грибами. Вся толпа прошла. Она говорит: папа, это не твой ножик? Блин, я ей полчаса руку жал. В благодарность, что на мой ножик нашла. Потом случай был, край озера болото, подсохшее тогда было. По нему полз, стрельнул в сторону утки. Схватился, а ножа нету. Блин, где я там зацепился? За какую кочку, за какую травинку? Короче, не нашел. И сейчас, где этот ножик может быть? Этот ножик подаренный дочкой. Он заводской. И на нем длинная веревка. Веревка, что ли, редиска зацепилась. За кустик выдернулась. Ну что она там достаточно легко ходит. Ура! Что-то нашел, блеснуло впереди. Вот блин. А с чего он тут свалился-то? Ни хрена себе. Ну, не знаю. Вчера, может, грибы собирал и за веревку небрежно засунул в ножны. И за веревку где-то выдернулась. Вот блин. Что ты прыгаешь, блин? Так, вот веревка. Она полезная или не полезная? Вроде достаточно глубоко. А мы за ремень эту веревку. Нефиг скакать. Так, где-то так. Против медведя выдергивать по-быстрому все равно. Такой маленький ножик не поможет. Ух. Ну, со спокойной душой дальше идем. Как у нас говорят, мне откровенно вержит сейчас. То бишь у меня мистически кажется, что что-то тут неладно. Чего тут падать? И по сути дела много-много раз. Ладно, попало и попало. Живем дальше. Так, а пройти этот овраг и не упасть. Мамма мия. Или что, лучше понизу было пройти? Высоковато падать. Ой-ой, куст выдернулся, за который я держался. Хоп. Так. Ну. Как не тебя? Обойти-то? Ну не хочешь с этой стороны? Обойдем с другой. Так, не сломалось. Большое тебе спасибо за это. Я вчера медведя пробовал здесь поймать на видеокамеру. А сегодня по тропе, блин, поваленные сухостойно. Как-то странно сломано. Ветер бы такой хрен бы сломал. А он силой развернул и сюда на тропу. Вот редиска. Нет бы на видеокамеру попасться. А он тут на тропу кидает. Ладно.
Давай, на камеру попадайся, редиска. Если я в эти места попал, перейдем в другом месте ручей. Надеюсь, эта жертва не сломается. Мать моя. Так. Ух ты. Это кто там так ходил? Так, вот здесь у нас старая загородка. Целая. Ей то ли 100 лет, то ли миллион. Не знаю. Раньше тут массово на заморах рыбу ловили. Мать моя. Стоять. И жерди до сих пор целые, плотные. Так. Кажись, прошел. Опа-на. Серьезный товарищ тут ходил. И вряд ли бобер. Видно, шаги делал. Бобер был по такой высокой траве. Канаву был в траве сделал. Вышел на озеро. Сейчас посмотрю, есть ли утки. А то в такую погоду хорошую вряд ли перелет есть. Местные сидят. Если мы вчера спугнули, может, уток и нету. Посмотрим. Надеюсь, 1-2 есть. Но основная задача у нас сегодня рыбу проверить. Так, ну что у меня на обед сегодня? На обед у меня шпроты с картошкой, ну и само собой с чаем. Раньше прибалтийские шпроты были вверх качества, сейчас я даже забыл, как они выглядят. О, шпроты в масле из балтийской кильки. Знак качества. Так. Хлебец, само собой, еще без хлеба. Ну и чай. Кто же выпускает у нас это? Срок годности 30 месяцев. Изготовитель. Вепрыпром. Ну, Россия, короче. Город Великие Луки. Улица Роза Люксембург. Ну, это наши, ясно дело. Не фашисты. Сейчас мы покушаем. Вчера было плюс 18, а сегодня по прогнозу плюс 25 должно быть. Тихий ужас. И куртку снять нельзя, далеко буду виден. Пот прошибет насквозь. Ладно. Так, 5 секунд перекур. Уток посмотрим. Уток нету, так и бог с ними. Смотрим рыбу. Рыба булькает. Валерий, у меня уток нету. Я перехожу на рыбу. Валерий? Нету никого. И Дуньку не трогаю. Раз. Утки. Стрельнул. Вроде одна упала. А где она? Не понял шутки. Подранок. Надеюсь, тяжелый подранок. Замрет. А я сейчас посижу, не трогаясь. Она и температура у нее тела упадет и замрет, и того в руки попадется, надеюсь. Неожиданно налетели так. Вроде лежит. Лежит. Попал все-таки хорошо. Нормально. Неожиданно. Хити называется, на рыбалку пошел. Рыбалка и охота вместе. Рыбалка и охота. Осенью точно все вместе. Так, ну, рыбу-то надо брать, а то потом время сети забрать, почистить, высушить, чтобы до избушки легче тащить было. Не дай бог, рыбы попадет. 20 ведер. Куда девать? Все это тащить. Попало. Нормально. Этой катавасии с утками решает мгновение. То бишь, не до видеокамеры, блин. К сожалению. Так, идем к лодке. Ух, лесорубы, мать их, за ногу. Мать меня. Ух ты, блин. Да. Ух ты, елки-моталки. Ну, наваляли тут. Хоба. Что я вам? Спортсмен? В высоту, что ли, прыгать? Фух. Ну, мама мия. Представляете, бобры эти дровосеки меня спортсменом делают по бегу с препятствиями. Ага. Водолюбецка. Вышел. Что-то Валерий Батькович тихо сидит. Валерий, ответь. У тебя рация на каком канале?
Я с краю на второй ставлю. Меня слышно? Ну, я понял, идешь сюда. Но я сети начинаю вынимать, чтобы сушить. Ну, собираем сети. Так, ну что, понеслись по кочкам. О, стоять. Без меня не отплывать. Ну что, поехали? Поехали. Подъезжая сюда, тут у меня сетка залив перегородила, темный залив. Думал, утку подобрать или сетку. Учитывая, что тут ветер поднимается время от времени, приличный. Наверное, лучше утку взять. Где потом ты ее найдешь? Ну, берем утку. Где ты? Неожиданный подарок судьбы. Подарок-то подарок. А где этот подарок? Я за уткой долго наблюдал, блин, она не шевелилась. Так, это что такое? Ты моя дорогая? Точно. Ну, так, ну что? Ух ты. Кряковая. Кряковая. Нормально? Нормально. Я говорю, кряковые были. Так, трава нам не нужна. Нормально. Все самолеты летают какие-то. Пожарники, что ли, до сих пор летают? Ладно, берем сетку. Крякова, это хорошо. Мясо больше.